Стамбуле рассказали о крымско-татарских всадниках и их значении в истории. Лекцию прочитали в Крымско-татарском дернеке культуры и взаимопомощи. Далее сюжет нашего корреспондента в Стамбуле Эминя Халил. Одними из самых быстрых и мобильных войск в Османской империи считались всадники из Крымского ханства. Об этом на лекции рассказал доктор экономических наук Кутлук Каган Сюмер. Он глубоко изучает тему крымско-татарских всадников ханского периода в течение многих лет. По его словам, об отрядах конных всадников из Крыма до сих пор помнят в Европе. Крымско-татарские всадники на протяжении многих лет были известны в мире как нападающая и истребляющая сила. Этому подтверждение участия крымских бойцов во взятии Каменец-Подольской крепости, Махачатской битвы, а также набеги на Пруссию и Россию. Кутлук Сюмер считает, что Европа до сих пор опасается крымских татар, но представители крымских татар должны рассказывать о своем народе, его истории и проблемах. Но делать это нужно с умом, как рассказывал о крымских татарах просветитель и литератор Исмаил Гаспринский. Для них Крым – это стратегическое место. Никак не можем добиться того, чтобы они произнесли, что Крым – это родина крымских татар. Это одна из главнейших проблем. Когда Гаспринский начал свою деятельность, ситуация была намного сложнее нынешней. У нас нет дипломатов, которые бы могли разъяснить Европе обо всем на том языке, который понимают там. Мы должны взращивать дипломатов. Мы пытаемся объяснять крымско-татарскую проблему европейцам русским методом и русским языком. Будет результат только в том случае, если объяснять немцу на немецком, англичанину на английском, а французу на французском. Крымско-татарская молодежь, проживающая в Турции, часто посещает подобные лекции. Они благодарны организаторам, ведь на подобных конференциях они изучают родную историю и актуальные проблемы народа. Эти конференции особенно полезны крымско-татарской молодежи. Сегодня мы получили полезную информацию о всадниках Золотой Орды и Крымского ханства. Мы очень довольны. Я очень доволен конференцией. Я очень хотел попасть на эту конференцию, потому что ее проводил Кутлук Сюмер и получил в результате много полезного. Также среди слушателей были представители и из самого Крыма. Сейчас для нашего поколения повторяется высылка, которая была в 1944 году. Я жила в Крыму, но, к сожалению, сейчас я там не могу жить. Когда крымские татары объединятся, мы будем одной силой. Мы должны все вместе держать наш флаг, проявлять терпение. Наш народ очень терпеливый. Мы обязательно все вернемся на родину, в родной Крым. Подобные конференции Крымско-татарский дернек проводит еженедельно по пятницам. Организаторы приглашают людей разного возраста. На лекциях слушатели получают информацию об истории и актуальных проблемах своего народа. А также подобные мероприятия объединяют крымских татар, проживающих вдалеке от родины. Эминя Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул.